В Мирном прошло совещание, где обсудили вопрос газификации микрорайона Заречный. Участие в нем приняли специалисты технического и финансового управления администрации города, а также представители «Алросагаз». Какие решения были приняты и когда начнется реализация проекта, расскажет Роман Муконин. В 2010 году в городской администрации был разработан проект газификации микрорайона Заречный. Но ввиду финансовых причин он так и остался на бумаге. Теперь его решили реанимировать, внеся коррективы, продиктованные временем и новыми стандартами. Для этого в качестве подрядчика была выбрана компания «Алросагаз», чьи специалисты уже приступили к модернизации плана пятилетней давности. При этом они столкнулись с некоторыми непредвиденными ранее проблемами. У нас как бы газопровод идет до моста с левой стороны, по дороге, если на Заречный ехать, да? То есть, если там посмотреть, то там очень крутой такой спуск, потом идет пойменная часть реки, которая затапливается весной. То есть, вообще непонятно, где его там строить, этот газопровод. Как вариант, можно отсыпать под строительство газопровода, в общем, такую полосу, где-то метров 6-8 шириной, для того, чтобы там заложить в этой полосе земельной сам газопровод и дорогу под обслуживание газопровода. Конечно, решение любых технических проблем для специалистов сложности не представляет, но это требует дополнительных средств, и на совещании договорились внести коррективы в городской бюджет. Пока предположительная стоимость проекта оценивается в 85 миллионов рублей, но никто не может гарантировать, что она не вырастет в следующем году. Согласно проекту, диаметр магистрального газопровода до Заречного должен быть 325 миллиметров, что с лихвой хватит на всех. От него нити пониженного давления разойдутся по новым улицам, на которых предполагается индивидуальная застройка, в том числе и для многодетных семей. Но рассчитывать на скорую реализацию проекта пока не приходится. Если софинансирование из других источников добиться не удастся, то строительство газопровода начнется только в 2017 году и может продлиться несколько лет.